Отец пристально смотрел на звездное небо вплоть до рассвета. «Сегодня рождается легенда», — сказал он. «Судьба человека из камня, сильного и несгибаемого воина, была предначертана Байсангуру еще в детстве. Бесстрашный и решительный, он впитал дух борьбы восставших горцев Северного Кавказа под предводительством шейха Мансура с царскими войсками. С юных лет он учился арабской вязи, проявил небывалое усердие. К 10 годам Байсангур овладел навыками искусного боя и до безупречности отточил свое мастерство. Справедливый и не безразличный к судьбе своего народа, он не мог молча наблюдать за антиколониальной борьбой, в которой активно участвовали члены Биноевского общества. Встретившись с мужественными воинами, предводителем повстанцев Чечни Ташу Хаджи и недавно потерпевшим поражение в Дагестане Шамилем, которые вынуждены были скрываться от царских войск в Биное, неробкий Байсангур предложил приютить собратьев. Так в Биное скрепилась многолетняя боевая дружба старых знакомых, не раз ходивших прежде в бой: Байсангура, Ташу Хаджи, Шоипа Муллы из Центароя и Джавадхана из Дарги. Развернув бурную деятельность, в Нохчмохке бравая команда начинает активно добиваться провозглашения Шамиля имамом Чечни. Слава будущего лидера горцев распространялась быстро. В Биной съезжались предводители чеченских обществ, желавшие познакомиться с влиятельной фигурой. В 1839 году славным воинам удалось сделать большой шаг на пути к победе. На горе Кхета-Шонкорта у села Центарой, на съезде представителей ичкерийских обществ и народа, знаменитый ученый, храбрый воин, имам Дагестана шейх Шамиль был провозглашен имамом Чечни и Дагестана, отцом страны и отцом шашки Турда. Вдохновленные силой предводителя и главного полководца, Чечня и Дагестан объединились призывом Газавата и поднялись для борьбы с царскими колонизаторами. Угнетенные многолетней несправедливостью и диктаторством, потерпевшие множество разорений и притеснений, уставшие, изможденные властью люди обнажили шашки в борьбе с ненавистными захватчиками. Сражаясь за правду, они не желали отступать назад, поскольку знали, на их стороне воля Божья. Имам Шамиль предлагал Байсангуру множество почетных должностей, но он отказывался от титулов и званий, неизменно оставаясь выходцем из народа. Он не поддерживал идею всякой власти над людьми. Шамиль и его окружение отдавали дань уважения мужественному лидеру бинойцев. Байсангур – человек из камня. Так о нем отзывался имам. Ведя отряд горцев под своим знаменем, Байсангур участвует во многих сражениях. Бравые воины громят многочисленные войска графа Воронцова. Испугавшись силы повстанцев, царские генералы целых 14 лет не решались заходить на территорию Ичкерии. Но победы давались немалой ценой. В боях Байсангур лишился руки и потерял глаз. «Чтобы застрелить дичь, охотнику и одного глаза достаточно», — говорил нерушимый Байсангур. В 1847 году, когда царские войска осадили аул Гергебель в горном Дагестане, одноглазый и однорукий Байсангур со своим верным отрядом защищает участок обороны в районе садов. Брошенное царскими солдатами пушечное ядро отрывает 53-летнему чеченскому наибу ногу. В сумерках истекающего кровью и потерявшего сознание Байсангура подбирают царские солдаты. Весть о пленении идейного лидера мгновенно облетает горы. Глубоко пораженный известием имам Шамиль вместе с друзьями и родичами разрабатывают план освобождения единомышленника из плена. Когда тяжело раненого Байсангура под большим конвоем перевозят из Дагестана в крепость Грозную,
Мюриды молниеносно атакуют колонну и вызволяют любимого Наиба. Горцы готовы с ликованием встретить славного Байсангура, но с ужасом в глазах смотрят на представшего перед ними калеку. Сила духа побеждает всякие преграды. Храбрость и мужество ведет человека, желающего свободы для своего народа. Без одного глаза, руки и ноги Байсангур по-прежнему остается в строю. Во время боя он привязывал себя к коню, и его единственная, но невероятно сильная рука уверенно сжимает шашку. Изнуренный 25-летней войной имам терпит натиск 300-тысячной царской армии. Ослабленный народ больше не может оказывать стойкое сопротивление. Население Чечни сокращается в 5 раз. Близок страшный конец. Узурпаторы сжигают аулы, постепенно захватывая Чечню и Дагестан. Шамиль вынужден покинуть Чечню, а вскоре к нему в Горный Дагестан отправляется Байсангур со своим отрядом. Долго не покорявшийся захватчиком Биной сожжен. Байсангур и Шамиль вместе с 400 воинами и 3 пушками оказались окруженными царскими войсками на горе Гуниб. К Байсангуру прибывал вражеский гонец с посланием: «Сдавайтесь, вы окружены. Вам никуда не деться. Крепость осаждена тройным кольцом». Но бесстрашный воин вспомнил аят из священного Корана. Люди сказали им: «Народ собрался против вас, побойтесь же их». Однако это лишь приумножило их веру, и они сказали: «Нам достаточно Аллаха». И как прекрасен этот попечитель и хранитель. И Байсангур уверенно промолвил: «Мы принимаем бой». ركزوا على هام الرواسي راية خفاقة نسجت من الأكفان نقشوا على صلب الصخور رواية تروي بطولتهم على الثقلان Практически не выжившему после траурного сражения отряду под руководством Байсангура удается прорваться сквозь тройное кольцо врагов и уйти в Чечню. Лидер сильных когда-то повстанцев вместе со своей семьей скрывается в Биное. Здесь непокорный Байсангур вместе со своими соратниками и лидерами других чеченских общин активно готовит восстание. Одновременно с ним в Аргунском ущелье готовится выступить Старый Волк, Ума-Дуев из Дзумсоя и Атабай Атаев. После нескольких месяцев подготовки 66-летний Байсангур проводит вооруженное наступление и поднимает знамя свободы в Ичкерии. Здесь продолжает точиться многолетняя борьба волелюбивого народа с царскими войсками. Войско видит и победы, и поражения. Позорной смерти трус достоин, ему не видеть райских врат. «Пока скакун мой жив, я воин», — говорил Байсангур всем тем, кто сомневался в его победе. Но конец был близок. Уставшее солнце угасало и готовилось спрятаться за невысокую гору. А на поле битвы по-прежнему точилась кровавая борьба. Жаждущий расправы вражеский солдат выстрелил в коня Байсангура. Убитый безжалостной пулей, он упал на единственную здоровую ногу повидавшего много сражений воина. Обездвиженный и лишенный возможности убежать, Байсангур был схвачен. Много лет вынашившему план поимки непокорного лидера горцев врагу наконец удалось взять его в плен. Царь предлагал Байсангуру жить в почетном плену, но несломленный воин игнорировал все предложения сдаться. Военно-полевой суд непоколебимо приговорил Байсангура к смертной казни через повешение. Царские власти собрали горных дагестанцев и чеченцев на площади перед церковью в Хасавюрте, чтобы показать расправу над знаменитым предводителем горцев. Под барабанный бой на телеге вывезли одноглазого, однорукого и одноногого чеченца.
Толпа в оборванных одеждах, с угасающей верой в глазах, рыдая смотрела, как 67-летнего Байсангура подводят к виселице. Голосом горцев на площади зазвучала предсмертная молитва Ясин. Офицер скверно приказал остановить барабанную дробь и зачитать приговор. И тут царские палачи прибегли к изуверскому приему. Кто из горцев желает выбить табуретку из-под ног Байсангура за денежное вознаграждение? «Я!» — отозвался заранее подкупленный житель. С ярким блеском в глазах Байсангур дрожащим телом над застывшей толпой пронесся возглас ужаса и скорби. Мужчины вытирали слезы. Души горцев от боли кричат. Слышит Родина, дети страдают. Только трусы бесславно молчат, когда братья за них умирают. Градом хлынули слезы из глаз, с уст мужей громогласно слетает. Ты боролся с врагами за нас, мы идею твою не оставим. Сможем мы удержаться в седле, шашки вверх поднимая в походе. На прекрасной чеченской земле заживем в долгожданной свободе.